следующий вопрос, вот такая тема. Мы возвращаемся в наше время. Актуальные вопросы. Э, Удары дронами по Гудермесу. Как вы думаете, что это? Действительно ли украинцы за этим стоят? Э, Украинцы. Украинцы, да, правильно. Да, ну, сегодня я вот получил видео, не видео, фотографию вот этого горящего дома утром. Ну и сразу первое, что мне в голову пришло, что это провокация российских спецслужб для того, чтобы мотивировать чеченцев, мотивировать Кадырова самого, да, и потом создать такой повод для очередной мобилизации чеченцев на войну в Украину. Я посмотрел по карте и думаю, что для украинцев вот этот спецназ, там, университет абсолютно не играл никакой роли. Они бы могли это ракеты или там этим таким летательным аппаратом поразить какие-то склады или там бензо какие-то заводы. Лучше бы было бы, например, если бы они это сделали, да, чем вообще ничего не значащий какой-то университет. То здесь проглядывается, на мой взгляд, именно провокация российских спецслужб для того, чтобы вот разогреть ситуацию с одной стороны, с другой стороны отвлечь внимание от Курска, внимание от войны в Украине, что это часто российские спецслужбы и вообще СМИ делают, переключая вот внимание с Украины, войны в Украине на чеченцев, потому что мы видим везде кадыровцы, кадыровцы, Кадыров сказал то, кадыровцы сделали то, там ТикТок, еще что-то такое. То есть за этим всем прячется именно русская армия, Путин сам даже очень редко появляется в кадре, именно связанный с этой войной в Украине. Вот для того, чтобы вот это пугало создать, да, и перебросить вот это внимание с русских, с Кремля и так далее на чеченцев, вот создали Алаудинова, как мы видим, Апти Алаудинов ежедневно там строчит. Здесь с этой стороны Кадыров, и такое создалось даже такое во всем мире представление, что на Украину, да, напали чеченцы, а не русская армия. Вперед Вот я думаю, толкают, что для русских молодых парней вперед толкают, заставляют воевать злые чеченцы, да? да. Да. Я бы хотел бы, мы уже говорили об этом, но все-таки подчеркнуть вот это вот, существуют же цифры, значит, вот эти вот участники из чеченцев, воюющих на стороне российской армии, они 1% не составляют 1% войск российских. Еще добавь, не имеет никаких Но артиллерии. послушав эту информацию, и даже с украинской стороны уже, не только российской, такое впечатление создается, что, по правде, как говорит Хусейн, и воюют чеченцы, и еще заставляют русских воевать. Ну, в общем, там какую-то ахинею несут. Вот это, все это целенаправленная работа по дискредитации чеченцев. Это целенаправленно. Но что касается взрывов, я, в общем-то, склонен поддерживать мнение Хусейна. Дело в том, что перед началом Второй русско-чеченской войны в 1999 году ФСБ уже доказано многими чиновниками, бывшими служащими КГБ и убитыми за эту информацию. Написана книга была Литвиненко, которого убили. Об этом говорит и швед сегодня находящийся, тоже бывший сотрудник ФСБ. В Соединенных Штатах Америки находится. В общем, об этом говорили в этот... Саттер, Давид Саттер, А? американский
журналист, Да, да, американский фильм. журналист, да, он четко написал книгу по расследованию этому. И Саттер очень четко это все расписал. Это очень авторитетно, в общем, по большому счету. И в результате, в общем-то, они взрывали дома с мирными гражданами своей страны. И если говорить про Бунаски, вообще они военные, семьи военных, где живут дом, был взорван ими, они целенаправленно, чтобы спровоцировать, чтобы ненависть спровоцировать по отношению, и главное, никаких доказательств, никаких оснований говорить о том, что это чеченцы, и они свободно, безапелляционно заявляют, что это чеченский след и так далее. Там где-то в Урус-Мартане разрабатывались подобные взрывчатки, как он говорит. Какой Урус-Мартане, какие взрывчатки разрабатывались. В общем, по большому счету, они способны на это. Они это показали своей прошлой жизнью. И сегодня они изменились, если чуть-чуть, то только в худшую сторону. Потому что в процессе вот этого вот войны в Украине они демонстрируют, в общем-то, то же самое. И в Буче показали. Но дело в том, что они тотально по всей Чеченской Республике вели себя так, как в Буче какие-то фрагментальные зафиксировали. У нас они там танками ездили по трупам, по трупам, укладывали штабелями, вот, в ров закидывали и утрамбовывали их этими, такие братские могилы делали. И это они снимали, и вот роликов, вот почему-то вот некоторые ролики исчезли с этого поля Голдсона, с интернета, с этого. Не знаю, может, у кого-то сохранились это. Я не могу вот это найти. Раньше они были, эти ролики. В общем, кто хочет, найдет, одним словом. Я согласен с тем, что это была провокация для того, чтобы ненависть пробудить, вот там в общем, вот какое-то противодействие. Все время причина должна быть там, чтобы страдания какие-то, чтобы возмущение какое-то было. Вот просто сам народ просто так возмущаться не будет, если его не под это. И вот они взрывают этот противодействие, чтобы ненависть была, как чтобы противодействие какое-то было. И вот они вот такие вот акции делают. Именно кремлевские дела это. Именно ФСБ разрабатывает вот такие вот кровавые операции. Но там, правда, жертв не очень, видимо, ну, здание, правда, прогорело и так далее, но они обычно любят, чтобы жертвы человеческие были. Вот побольше смертей. Жилые дома с мирными жителями. Вот это их любимое дело. Роман, я думаю, что там жертвы есть. Если это военизированная организация, то там должны быть казармы, потому что, насколько я знаю, в этот университет спецназа там не только чеченцы, со всей России весь брод собирали, там как бы Да. создавали эти отряды Ахмад и отсылали. Я думаю, что там и казармы были. Но в любом случае для России такие методы, они не новые. И любой, если когда в России что-то такое случается, да, там какой-то прокол, там начало войны, еще какие-то события, это со времен еще Ельцина, когда Ельцина перегородку носовую в больнице меняли, и началась у нас война, да, в этот период, якобы он был в больнице. Здесь то же самое, когда в России что-то происходит такое серьезное,
Путин исчезает с поля зрения, потом распускаются слухи, что у него рак там какой-то, что он вот тут при смерти лежит и так далее. Потом другой момент, Кадыров там что-то с ним происходит, потом внимание на него переключают. То есть это вот такая игра, когда нужно отвлечь внимание от повседневных вот этих проблем войны. А сейчас, как мы видим, вот этот БРИКС, который недавно был в Казани, он не ожидания Путина, не абсолютно не исполнились там его ожидания, поэтому надо было тоже как-то сбить волну. Я думаю, что здесь многие факторы совместились для того, чтобы вот нанести удары и отвлечь вот этим вниманием. Неделю, наверное, мы еще будем об этом говорить, и будут газеты каждый день писать, и блогеры об этом именно ударе. Это будет своего рода вот такое отвлечение внимания от ситуации, которая сложилась в России. По поводу БРИКСа был мой следующий вопрос уже. Ну, я ваше мнение понял, я думаю, там суммировать особо не надо, что это провокация. Я не совсем пока уверен, ну, у нас плюрализм мнений, да, и я пока не совсем уверен, потому что Да, меня но у нас смущает, нету фактов, мы да, же не знаем, мы меня смущает предполагаем. меня смущает аргумент с отсутствием жертв, большого количества жертв и мертвых, чтобы вот раздраконить и настроить. Но даже если мы настроим всю Чеченскую Республику, если мы настроим, да, всех туда вооружим, кто там остался, отправим, это пехота, она там ничего не решает. То есть я все-таки, и это мы всегда надо понимать, что вот эти чеченские вот эти формирования, которые, они просто это просто солдаты с оружием, с автоматом там и все такое. Это, просто говоря, я в кавычках, это не самолеты, не танки, это не серьезная военная техника, это не люди, которые управляют там армией дронов. То есть это действительно вот такие пешки, Ну, которые... ты понимаешь, ты вот то, что ты говоришь, все правильно, но там есть такая деталь, что вот сегодня, при всем том, что много говорят о чеченцах, там пленных 3 человека показывают, вот оказывается, чеченцы там в плен попадают и так далее. Там это как будто бы роту или полк показывает, там Власовскую армию. Ну, в общем, я хочу сказать, при всей шумихе нету фактически там людей, нету чеченцев, понимаешь? Алаудинов и Кадыров, 2 человека, это шаги за сценой там делают, шум волны и так далее. А на сцене-то нету никого, Нас нет. фактически мало, нас вообще Да, да. И вот им мало. нужно для того, чтобы пробудить вот эту ненависть, пока ты теоретически, хотя бы практически, чтобы было что-то там. Вот это вот, как говорит Хусейн, они провоцируют, чтобы поднять вот эту волну. Но, чтобы, понимаешь, дело в том, что близится финал, близится поражение. Официально получить поражение не хочется России. Ей хочется переговоры, куда-то соскочить, где-то новую волну, новую проблему. И якобы там это не до Украины сейчас, потом мы, мол, закончим. И прекратить это, ну, с таким, как говорится, сохраняя лицо, хотя там лица-то нету. Но в любом случае есть такой момент. Красиво уйти хотят, да? Да, да, и в связи с этим нужно вот эту маленькую какую-нибудь проблемочку в Чеченской республике, желательно было бы кровь чеченскую очередной раз пролить, Более там чем уверен, слева, справа, по любой причине и так далее. И вот поводом и ненависть даже украинскую направить на чеченцев, понимаешь, это дело в том, что вот если украинская ненависть, она направляется на Россию, то это чревато последствиями. Это все-таки 40-миллионный народ там, и так далее. Это большая страна Украина, ее поддерживает все мировое сообщество, я имею в виду прогрессивная часть человечества. Конечно, есть сторонники и России, которые там диктаторы отдельные, там травмированные всякие
или просто заинтересованные в территориальном, в частности, как Китай. Вот они просто считают своей землей эту эту страну. Вот по поводу БРИКСа, что вы думаете? Вот сейчас была такой, скажем так, созыв всех тиранов всего света, да, собрались вместе и обсуждали, как будут остаток цивилизованного общества добивать. Ну, вот по Вопрос, поводу... самое интересное, вот то, что они собрались, они что-то такую-то альтернативу предлагают, это понятно, то, что они вместе держатся, еще друг другу как-то помогают. Но вот то, что туда поехал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Гутерриш, и он там присутствовал, вот это меня как-то, многих смутило, да. Что вы думаете? Прямо у тебя было интересное мнение по этому поводу? Да, у меня нестандартное мнение по этому. Ну, я уже говорил это, ну, так, в узком кругу, но я сейчас повторю, что вот генеральный секретарь ООН, у него задача, его инструкции должностные заключается в том, чтобы был мир во всем мире. И он должен способствовать урегулированию всех конфликтов и проблем и налаживанию благоприятных отношений между государствами, если какие-то трения есть, и если там наводнения, землетрясения, чтобы те, кто могут, чуть-чуть помогли тем, кто беспомощен и так далее. Это же элементарно, да? И он выполняет свою задачу настолько, насколько это позволяет ему. Ничего лишнего он там особо не говорил, ничего такого не делал. А не поздороваться, вот как некоторые говорят, чтобы не поздороваться с Путиным за руку, не стоит ехать тогда вообще туда. Но он поехал с миссией такой, что нужно, но по итогам, он же фактически все равно говорит, что он не одобряет же эту агрессию России. Он говорит, просто надо урегулировать, нужно все за и против взвесить, и чуть-чуть надо идти навстречу друг другу. Он ничего плохого же не говорит, по большому счету. Все войны заканчиваются миром, он об этом. Это Да? тоже неправда. На самом деле это тоже такая люлька, которую часто закидывают. Не все заканчиваются миром. Где-то капитуляция бывает. Это Ну, Где-то оккупации. в данном случае не о капитуляции речь идет. Он ничего такого не говорил. я к тому, что я понял твою мысль, что по долгу обязан и должен там быть, и должен пытаться урегулировать. Нет, он не то, что там обязан там именно быть, на БРИКСе это. Это такая немножко своеобразная контора, там восточные вот эти вот страны. Но дело в том, что в данном случае, в данном именно эпизоде, он туда поехал для того, чтобы выяснить настроение, потому что момент такой он должен урегулировать. И какие-то моменты нужно ему использовать, чтобы атмосферу Китай, а, Китай, Индия, там, Персы и Россия, что они там себе потихонечку думают, и кто вокруг них крутится там, тем более, что корейские вооруженные, там, ну, какая-то часть там формирования уже на территории России находится, он просто быть в курсе, ну, насколько ему это удалось или нет, я не знаю, но, в общем-то, я так это понимаю, я так это вижу. Хусейн, ты как на это смотришь? Я вообще-то осуждаю, конечно, его поездку с одной стороны, с другой стороны, Организация Объединенных Наций такими методами, которыми Гутерриш пользуется, теряет свой мировой авторитет. Когда-то, это буквально несколько лет назад, Организация Объединенных Наций была одной из основных, одной из таких влиятельных и авторитетных организаций. Сегодня уже рейтинг очень сильно падает у этой организации.
И здесь надо говорить не о том, что он там с какой миссией поехал, да, а к кому он поехал. Путин является военным преступником. Во-первых, он находится в розыске, да, суд, международный суд его объявил в розыск. Любой человек, кто его встретит, обязан просто его арестовать. И Монголию, когда он поехал, осудили за то, что его там не задержали, да, это МУС, который там по проекту. А тут едет генеральный секретарь и так кланяется, еще с ним здоровается. Это была очень неприятная картина. Унизительно для всего Да, западного унизительно. мира. То, что они там делают, он мог бы и в другое время сделать то же самое. Встретиться в Индии, у него есть возможность разъезжать, денег хватает, наверное, на билет, да, в Китай поехать и куда угодно, и отдельно в кабинет поговорить. Здесь просто дело в том, что в отношении к Монголии, вот невыполнение Монголии постановления МОЗ о том, что военный преступник, ну или преступник, которого осудил МОЗ, и которого страны-подписанты обязаны были задержать, и не задержали, тем самым Монголия нарушает эти законы. Эти законы потом становятся в дальнейшем невозможны, ненужны, как бы необязательны для исполнения для других государств. То это очень плохой повод для того, чтобы ну, как бы не соблюдать эти законы. Вот такие страны, которые позволяют себе не соблюдать законы, они должны быть, против них тоже должны быть введены какие-то санкции или предусмотрены санкции, или они, возможно, в будущем будут предусмотрены для того, чтобы не было таких в дальнейшем случаев. Иначе закон абсолютно перестает работать. Никто не будет на себя удар принимать и исполнять законы. Ну, как в случае Монголии скажут, что им невыгодно это. И да, абсолютно с собой согласен. Да, и официальные лица, официальные, ну, государства, другие, которые участвовали в этом, подписывали этот договор, должны на это указывать. Это не мы где-то там, какие-то граждане совершенно там другой страны, которую оккупировала Россия и так далее, должны это обсуждать. А это должны официальные лица говорить. Это очень серьезный момент. Хусейн очень четко сказал насчет того, что закон теряет силу, и сам институт, он авторитет свой подрывает. Дело в том, что его резолюция не исполняется, а следовательно, это значит можно. Ну, в смысле, Путин-то нарушает все и вся, но его берут, там, пресекают его эти нарушения, и все становится на место. А когда уже другие нарушают, то получается, что вообще резолюции ООН это ничего не значащие. Это очень серьезно, да, я согласен. Хусейн очень четко это поймал, эту мысль. Нормально. Получается такая странная ситуация, что слишком много позволяют в надежде на то, что поймет и успокоится. И сейчас уже несерьезно к ним относятся. Уже Путин и остальные начнут несерьезно относиться, там, и к ним Путин добавится. Вообще Западу почему-то очень сильно не хватает решительности на данный момент. Какой-то нету серьезного такого строгого выговора и таких действий. Все так бы, да, слишком... Или действительно правда, что они слишком расслабились за все это, за период этого хорошего, пару хороших десятилетий без войн, или, я не знаю, или они действительно возрастают и играют лучше нашего в эту игру, и мы просто скоро увидим резкий какой-то поворот. Ну, там есть много факторов, может быть, но это не, это объяснить можно, оправдать, это, объяснить, почему они там, там какой-то фактор повлиял, какие-то личные, там, то, другое. Но существует закон, существует резолюция, подписанты, и закон должен исполняться. Вот в этом отношении Хусейн жестко из-за закон и правильно говорит. Иначе закон перестает действовать, и все государства игнорируют уже саму эту Организацию Объединенных Наций. Она теряет авторитет.
в силу этого, чтобы сохранить авторитет, нужно стараться, чтобы страны выполняли свои обязательства. Кто подписывает резолюцию, тот должен строго поддерживать. И, может быть, я просто не знаю механизм, существуют сильные мира сего, ну, сегодня можно сказать, что передовые прогрессивные страны должны способствовать этому. Они должны первыми высказывать возмущение по нарушению или там и так далее, по исполнению законов, призывать всех исполнять законы и сами, естественно, в первую очередь их исполнять. К сожалению, за правление Путина, за эти 20 там, с чем-то лет правления Путина, Путину удалось во всем мире ну, фактически многих политиков шрёдеризировать деньгами, там, всякими попойками. Мы помним эпизод, например, я вот очень хорошо помню, когда генеральный прокурор Советского Союза Скуратов, когда он попер против Ельцина, да, именно Путин организовал для него сауну, и в этой сауне снял его, и потом показал по телевизору, да, и Скуратов должен был тогда пойти в отставку. А Скуратов был против Ельцина тогда. Вот этот трюк они там проделали. И я думаю, что таких трюков очень много, потому что мы помним буквально несколько лет назад, вот здесь в Австрии проходил обмен шпионами, и из Англии там вот это Анна, Питман или какая-то, ну, несколько, вот две какие-то девушки, да, шпионки, которые провоцировали этих английских, там, американских разных политиков, которые, видимо, там фотографировали, может быть, с ними какие-то дела крутили и, ну, фактически дискредитировали и вербовали этих людей, какие-то сведения от них доставали. Они были разоблачены, женщины именно имеется в виду, ну, молодые, и депортированы в Россию, то есть обменены даже. Эти вещи, да, Россия проделывает очень четко. Мы знаем, любой политик, который русские приглашают в Россию, обязательно там идут пьянки, обязательно застолье, и дальше выливается в это уже бессвязные разговоры, там где-то под столом, может быть, упал или еще что-нибудь, и какие-то компрометирующие моменты ФСБ снимает, делает досье, и в случае чего говорит: о, сейчас я выложу, и все, тебе хана. Мы знаем, что в Европе политики, это не то, что в России. Да? В России, например, считается таким героизмом, если у мужчины есть какая-то еще жена, и помимо этой жены еще какая-то там подруга, да, как у Путина, там кривоногих, криворуких, там разные у него вот эти подруги, официально, неофициально их называют, они миллионеры. Здесь в Европе такого нету, это постыдно и осуждается, и политик может просто потерять свое лицо и быть политическим трупом. Поэтому Россия использует эти моменты, и я думаю, что, возможно, и на Гутерреша что-то накопал Путин, не знаю. То есть, да, Гутерреш, возможно, у них свой Не человек. исключаем. Не исключаем, да. Мне, честно говоря, тоже такая версия вполне правдоподобная, кажется, потому что мы знаем, что на очень высоких уровнях уже людей покупали, и по сей день они... Но наша австрийская министр иностранных дел, бывшая министр иностранных дел, Увлечена. не то, что Путин прилетал к ней на свадьбу, танцевал с ней на ее свадьбе в какой-то деревне здесь, да, и потом после этого случая она потеряла свою должность, потом ей не дали здесь жить, да, все время упрекали Путиным. Она переехала к вам туда, во Францию. Во Франции тоже ей не дали жить, и сейчас она живет в российской деревне. Переехала в Россию, живет там. Вот на днях я тоже ее интервью смотрел. Шрёдера даже из партии не исключили. Исключили или нет? Не исключили. Не исключили. Там есть такие мнения, но особо никто не налегает. Влиятельный мужик, да. Там, видимо, он не один такой. Но человек был канцлером, все государственные эти секреты знает, всю внутреннюю кухню знает, да.
И потом идет, становится чуть ли не этим секретарем у Путина, да? Какие-то должны быть там, какие-то консеквенции должны быть в любом случае, но их не было. То есть мы понимаем, что там на огромном, на высоком уровне и деньги, и, короче, и, наверное, и шантаж, и все что угодно действует, и оно очень глубоко пустило корни на Западе. Когда Гутьерреш было вполне может быть, да. противостояние Советского Союза с западным миром, тогда уже четко было разграничено вот эти шпионы, политики, там ненависть, недоверие друг к другу. После развала Советского Союза советские политики, ну вот Да, эти всякие да. спецслужбы, все это дело перемешали, обманули весь западный мир, сказали, что они тоже такие же демократы, как и вы, мы честные, давайте, как Путин, не Путин, а Ельцин там, Боже, храни Америку, там в Америке, в Конгрессе Соединенных Штатов говорил, Боже, храни Америку, то есть вот такие вещи, когда делают, конечно, нормальные люди, да, верят этим подонкам. А подонку все равно, что о нем потом подумают. Он и так подонок. И поэтому такие вещи происходят в этом мире. В наивном мире. Да. Да, но у них, ты очень четко подчеркнул насчет, ну, в пример Скуратова, там тысячи других есть моментов насчет шантажа. У них очень сильно вот это механизм шантажа, подкупа, они очень большие деньги используют на подкуп, на вот это вот. Главное, свой народ пускай голодает, но на разведку, на это дело они тратят неограниченное количество денег. Очень серьезно. И шантаж. Шантаж – это золотая жила для российской разведки. Также есть еще у них такой инструмент, которым Точнее, они контр. часто пользуются, это физическое устранение. Так Ну, что это да, это когда уже ни шантаж, ни угрозы, ни деньги не помогают там. Когда конкретно человек несет информацию, может донести информацию до широких масс, тут они конкретно убирают.